Музыка имеет большое значение для становления личности незрячего или слабовидящего ребенка. Она может помочь в ориентировке и мобильности, так как способна развить слух, а также может помочь в выборе будущей профессии. В жизни слепого ребенка музыка должна быть с самого раннего возраста. Сегодня мы хотим познакомить вас с талантливыми воспитанниками республиканской школы-интерната для слабовидящих и слабослышащих Айланой Степановой, Романом Винокуровым и Мичилом Моисеевым. Татьяна Неустроева – музыкальный руководитель школы, занимается развитием пением со всеми детьми. Многие песни из репертуара учеников написаны на слова незрячего поэта Ивана Горного. Аранжировка Егора Неустроева. Я всегда радио слушала, когда была маленькой, и учила на несколько дней. За 2 дня уже учила песни. Я выступила с 3 лет в клуб, и потом в 5 лет уже концерт в цирке. Мне нравится «Санквинтен», это новая песня. И его сочинил Христофор Савинов в 2015 году. Как долго ты разучиваешь песни, вживаешься в образ? Сейчас где-то 3 раза, если учить. Тогда я выучу 3 раза, если повторить. Моя творческое дело началось, когда приехали Клавдия и Герман Хаталаевы. Это было в 2009 году. Моя первая песня была «Табалар». Мы все пели с группой. Твоя творческая деятельность в плане музыки, она продолжится? Нет, наверное, будет хобби. Как будет хобби, ага. С детства меня учили Клавдия и Герман Хаталаевы. Однажды приехали в кастинг. И я там пришел, и я прошел кастинг в Клавдии и Герман Хаталаевых. И с этого и началось. Мы там репетировали, и там моя первая песня была «Яка», слова это Германа Комаракова. С этого и началось. В 2012 году, в сентябре, я уехал в Канаду вместе с Хаталаевыми, и мы уехали в Торонто, такой городик, и я там выступил. Вообще там было очень здорово, но это стоит основной моим дорогам. Это основная моя дорога, куда я могу идти и продолжить свой путь, идти дальше. Юные певцы выступают не только с сольными номерами. В их репертуаре есть музыкальная композиция, покоряющая всех с первых аккордов. Наверное, вы уже успели ее оценить. Клип на песню «Я вижу сердцем» покоряет просторы интернета. Ребята передали через песню настроение и кристальную чистоту своих сердец. Отрадно, что песня является саундтреком фильму «Кэрэл», который выйдет на большие экраны Якутии в феврале 2017 года. Режиссер Любовь Борисова. Клип стал предисловием к центральной линии сюжета. Үйәрәққар түхәйті хейләннің. Мен үләм әлбәға бәрт болам. Әйеға хатан кәлбәт болдым. Онан каникулгар әрі көрсөл болдым. Ол әрін наға қомайыма. Хайын кәллақына ән бейікке иккен өріске күйгілі керек бүт, хөтелік бүт. Ән меға күгіт бәтінеген айтал. Өйді, мен ейеқа үшіге ері бағарамын. Кейеқа үйерек қаяннан ады.
Олаттаққына барытын өйдем. Онан кытаат бұлой. Оттан мен өрі ән аттығар бар болу. Хыллыбын, кухабын, ән ағам. Как видите, музыкальное воспитание оказывает неоценимое воздействие на формирование личности невидящего ребенка, учит его слышать мир вокруг себя. Ну а мы с большим удовольствием ждем премьеры фильма «Кирилл». Какое место он сейчас занимает в твоей жизни? Ну, второе место после учебы. Музыка – это моя жизнь. Я без него как-то не могу жить. Музыка это для меня все. Моя жизнь. Без музыки жить не могу. Начинается новогодняя сказка. Проект благотворительного фонда «Харасхал», который состоит из 3 больших мероприятий. С одним из них мы сегодня вас познакомим. Дед Мороз – всеми любимый волшебный персонаж, ассоциирующийся у всех в первую очередь с новогодними праздниками. Сказочный волшебник уже несколько столетий радует всех жителей России от мала до велика. 18 декабря Дедушка Мороз отмечает свой день рождения, на котором дает старт предновогоднему празднику. В этот день он собирает сказочных персонажей со всей России в своей отчине – Великом Устюге. Якутию на этом волшебном празднике представляет хранитель холода Чисхан. Ежегодно благотворительный фонд «Харасхал» дарит новогоднюю сказку для детей с инвалидностью Якутии и их семей. Вот уже 4-й год самые активные и творческие семьи детей с инвалидностью, принявшие участие в семейном лагере «Ласточка», становятся почетными гостями на дне рождения Деда Мороза. В этом году для конкурса семьям было предложено написать сочинение «Харасхал для нашей семьи». Из всех поступивших работ отобрали 3 счастливчиков, которые отправились вместе с Чисханом в отчину Деда Мороза. Семей ожидала широкая познавательная и развлекательная программа. Дети встретились не только с настоящим Дедом Морозом и загадали свои заветные желания, но и приняли участие в прохождении тропы Деда Мороза, посетили его кузницу и зоопарк, и еще увидели много чего интересного. Словом, здесь сделано все, чтобы ребенок и его родители поверили в новогоднее и сказочное чудо. Для Вики Федоровой поездка в Устюг стала первым большим путешествием. Несмотря на предосторожность врачей перед поездкой, она положительно сказалась на маленькой путешественнице и ее маме. С Вилюйска сначала приехали в медцентр лечиться на 1 неделю. Нас еле отпустили. Боялись, что самолет, поезд, метро, эскалатор, все действует на диагноз. У нее это диагноз эпилепсия, и приступы у нее будут чаще. Но я закрыла глаза на все и поехала. Она у меня спрашивает: а где Дедушка Мороз? Когда он мне подарок принесет? Он не принесет, мы должны к нему поехать, говорю я ей. Так и поехали, в отчину зашли, нас очень тепло, гостеприимно встретили. Там была очень интересная тропа сказок. Я очень боялась, что она будет бояться. Ну, слишком опекала, может быть, да? Но на тропу сказок, как она зашла, она уже шла сама впереди, уже без меня. Я за ней только ходила, и все. И на вопросы она уже... Так, Вика очень была агрессивная, плаксивая, нервная. И в общий контакт не заходила. А сейчас она уже и разговаривать стала, и запас слов у нее очень большой стал. Так, вечно она уже и улыбается со всеми, здоровается. Еще она стала, что делать? Позировать, да? Когда тебя снимали на фотографии, да, Вика? Ей понравилось выступление, как сказать, оркестров. Там они очень красиво оделись, танцевали, потом они кидали очень большие воздушные такие шары, мячи.
И хотелось ей там поиграть на сцене. Я еле ее держала уже. А Италина и ее мама Анна долго не могли поверить, что им удостоилась честь стать почетными гостями на дне рождения Деда Мороза. Осознали счастье события только в самолете на пути в Москву. Ну, как мы приехали, мы сразу нас пригласили в этот зал, где Чисхан и Дед Мороз встречаются. Ну, она уже почти каждый год мы едем на лечение, а первый раз, ну так как отдохнуть, это первый раз у нас вышло. Даже очень отдохнули очень хорошо. Понравился Дед Мороз? Чисхан. Дед Мороз дом красивый, большой, яркий. Я очень боюсь это. Да, она уже самостоятельная стала. Вот, даже всех детей она в себе, маленькие же были, 7 лет, 12 лет, она всех этих себе взяла ответственность, уже стала самостоятельной, всех она смотрит, и даже, ну так, когда мы пошли на ужин, на завтрак, она всех руки моет, как всех на стол, и там все готовит, и говорит, что после ужина надо сказать спасибо, ну как все. Попав в вотчину Деда Мороза, семья Едреевых убедились, что волшебство существует. Для мамы Арсена, Валентины, поездка в волшебную страну Деда Мороза стала очередным доказательством, что ее ребенок самостоятельный и может находиться в обществе. На этом конкурсе участвовали не ради победы, а просто для участия, для себя, попробовать себя. Но самое главное – выразить как бы благодарность, да, Харсхалу, вот, тем людям, которые вот были рядом с нами. Просто мы попали в страну сказок. Невероятное, там чудеса творилось. Даже мы не представили, что такое было. Не планировали здесь жить. Оказывается, вот чудеса совершаются, оказывается. Вокруг нас были все так тепло, светло, радужно. Все окружали такие добрые, такие добродушные люди. Короче, словами не объяснить. Еще раз убедилась в том, что мой ребенок, оказывается, может находиться среди вот обычных нормальных людей, обычно среди нормальных детей, да, с ними поиграть, да, поговорить, вот, как обычные люди. Мы стали с одной семьей, такой дружной, крепкой, да, такой семьей стали. Данная поездка является своего рода волшебной терапией, которая благоприятно сказывается на всех членах семьи, ведь они попадают в сказочную страну, где взрослые забывают о своем возрасте, радуются окружающему наравне со своими детьми и погружаются в новогоднюю сказку.